Общественные организации начали выдвигать Рустама Нургалиевича Минниханова на должность президента Татарстана. 12 мая общественники объявили о старте выдвижения кандидатов для участия в президентских праймериз. И за это время уже несколько общественных организаций приняли решение выдвинуть на должность президента Татарстана кандидатуру действующего лидера республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Свое доверие лидеру республики выразили участницы 3-го Всемирного форума татарских женщин, который проходил с 15 по 17 мая в городе Казани. Общественники отмечают, поступательное развитие республики и лидерские показатели Татарстана во многом заслуга Рустама Нургалиевича Минниханова. Представители общественной организации выражают доверие Рустаму Минниханову и поддержку его стратегии, направленной на развитие республики. Сошлись в этом мнении и участники 3-го Всемирного форума татарских женщин. В этом году в этом престижном мероприятии приняли участие порядка 500 участников из России и из-за рубежа. Много сил к проведению форума вкладывает общественная организация татарских женщин «Ак-Калфак» и Всемирный конгресс татар. В ходе обширной программы мероприятия поднималось обсуждение тем сохранения родного языка, взаимодействия молодого и старшего поколений, смешанных браков, а также другие важные вопросы. В пленарной части мероприятия члены общественных организаций отметили, что в сохранении в их местности татарской национальной культуры вклад Татарстана и президента республики неоценимы. Форум барышында форумда катнашучылар исеменнән Бурятия республикасыннан килгән. В ходе форума делегат от Республики Бурятия Сажида Рустамовна от имени Всемирного конгресса татар, имени участников форума и Всемирной общественной организации татарских женщин вышла с предложением поддержать кандидатуру Рустама Нургалиевича Минниханова на выборах президента Татарстана, которые пройдут 13 сентября 2015 года. Делегаты форума единогласно поддержали это обращение. Выступили делегаты из Китайской Народной Республики, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. И все делегаты форума совместно на 100% поддержали кандидатуру Рустама Нургалиевича Минниханова на выборах президента Татарстана, выражают ему доверие и оценивают проделанные им работы. Не только население Татарстана, но и делегаты из-за рубежа разделяют гордость населения Татарстана за их президента Рустама Минниханова. Выдвижение кандидатов будет проходить в срок с 13 мая по 5 июня. Как известно, кандидатуры могут быть выдвинуты общественными организациями, имеющими соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Также участвовать в праймере смогут самовыдвиженцы. Стоит отметить, что Татарстан стал первым в стране регионом, где организаторами предварительного внутрипартийного голосования для выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица стали общественники. С форума вернулись под большим впечатлением. Я в нем принимаю участие уже во 2-й раз. Действительно, этот форум стал возможностью продемонстрировать проделанную нами работу, посмотреть, как работают женщины Всемирной организации татарских женщин, откуда они ощущают поддержку, на кого опираются, какими методами и способами пользуются в сохранении нашего языка, нашей религии, а в особенности в работе с молодежью. Увидев и услышав это, мы приехали с форума с новыми мечтаниями и идеями. На форум мы поехали не только лишь как на праздник. Там прошли рабочие встречи и пленумы. И именно там была единогласно принята представленная кандидатура Рустама Минниханова на предварительные выборы президента. Представление президента на предварительных выборах заслуживает большого внимания. Видный общественный деятель, писательница Фаузия Байрамова во время своего выступления вдохновенно рассказала нам о том, почему нам нужен президент и почему нам нужно выбирать Рустама Минниханова. Эту идею одобрили и присутствующие там люди из других регионов. Скажем, там были татары из Финляндии и делегаты из Кыргызстана. Их всеобщее внимание направлено на наш Татарстан. Президентские выборы, которые пройдут 13 сентября, заслуживают особенного внимания. Во-первых, это первые за последние 15 лет прямые выборы руководителя республики, когда непосредственно сами татарстанцы выражают политическую волю и голосуют за своего кандидата. До этого времени первое лицо республики назначалось в Московском Кремле, а татарстанские депутаты только утверждали данную кандидатуру. Во-вторых, выборы президента Татарстана впервые начнутся с праймериз. В нашей
стране праймерис проводит только партия «Единая Россия». Кроме этого, его проведение доверили одной инициативной группе, состоящей из 14 человек. В составе группы есть представители республиканских общественных организаций и видные общественные деятели. Проведение предварительных выборов общественными организациями гарантирует то, что процедура пройдет в атмосфере открытости и публичности и с учетом мнений широких слоев населения. Для обеспечения максимальной открытости при проведении праймерис создан специальный сайт.